Mix News. Сегодня состоялось официальное открытие 14-километрового отрезка Лепойского шоссе на участке от Лейлупского моста до Апшуповского путепровода, а также реновированного моста через Лейлупе в Калцемсе. Мост через Лейлупе был построен в 1959 году и в последний раз ремонтировался 18 лет назад. Его длина составляет 274 метра, а реконструкция началась в 2015 году. Как в интервью Mix TV сообщил председатель правления Латвии Valsts Янис Ланге, проект реконструкции моста через Лейлупе в 2016 году является самым масштабным. Это самый большой мостовой объект в этом году. И за счет европейских денег, кохезный фонд, мы реализировали проект 14 километров от Калцемса до перекрестка на Tukums и Jelgavu. И, конечно, мы рады каждому объекту, который реализируется. Особенно, если в проекте ходят тоже мосты. Потому что у нас в Латвии больше, чем 970 мостов по всей Латвии. И, к сожалению, дефицит этих работ, которые своевременно не сделаны, очень большой. И из-за этого около половины всех мостов у нас в плохом техническом состоянии. И, конечно, если мы смотрим по сегментам, то на главной дороге мосты получше. Но самая плохая ситуация на региональные и местные дороги. Мы сейчас находимся на главной дороге, на Лепае, и очень рад, что это самый большой мост, который в этом маршруте, и что он сейчас безопасен, он реконструирован и будет для всех очень уютный. Общие затраты на ремонт этого участка дороги составили 14 миллионов евро. Средства были выделены из Европейского фонда выравнивания. Тем временем, как стало известно, в Латвии уже в сентябре этого года появится еще один мост. 40-метровая эстакада прокладывается рядом с историческим Вирцевским мостом в Мешцемсе на резком повороте 3-го километра дороги Jelgava-Стальдине. Об этом в интервью Mix TV сообщил министр сообщения Улдис Аугулис. По его словам, старый Вирцевский мост из-за нового сносить не будут. Он будет реновирован и будет предназначаться для пешеходов и велосипедистов. Плюсы мы видим сразу, что выпрямится дорога. И будет мост, который может использовать и грузовые автомобили, потому что старый мост уже свою жизнь провел и останется только для пешеходов и велосипедистов. И, конечно, это улучшит и жизнь местного населения, который будет переправляться уже спокойно, без каких-то ограничений, который даст и развитию местному бизнесу, в том числе и поможет сельскохозяйственникам, которым будет легче достичь ту же Jelgavu или центры, где реализовать свою продукцию. Так что мост значим и, конечно, все, что мы здесь видим, уже на уровне, и как сказали и сами строители, что мост должен простоять еще 100 лет потом, как будет построен. Подробнее о ходе строительных работ моста через Вирцеву в интервью Mix TV сообщил технический директор предприятия Рига Стилти Гунтис Бредис. Особенность их самая большая была борьба с рекой, да, потому что река затекает в Лейлупе, и в Лейлупе очень часто меняется уровень воды, да, и сразу это сказывается на, скажем, на наш мост именно в том процессе, когда мы строили опоры, да. Сейчас уже как бы она не мешает, да, а когда мы опоры делали, мы делали специальные дамбы, чтобы все время откачивать воду и могли на суше работать. Объект заканчивается в конце сентября. Сейчас мы очень четко идем по графику. Я добавлю, что общие затраты на реновацию старого моста через Вирцеву и строительство нового составляют 1 миллион 175 тысяч евро.